На время проехать змейкой, ответить на сложные вопросы и спеть о своем регионе. В Чувашии выбирают лучшего таксиста страны 2022 года. За это звание приехали побороться 32 водителя. С какими испытаниями столкнулись финалисты и какой у них настрой, узнала Анна Центовская. Впервые за всю историю конкурса его федеральный этап проходит в Чувашии. Раньше в основном его принимали города Сочи и Грозный. Не побоюсь этого слова, наверное, нигде в России так сильно, скажем так, не подготавливались именно региональные соревнования, как здесь. Здесь в Чувашии конкурс любят и по количеству участников на отборочных, на региональных. Поэтому, когда принималось решение, где проводить, мы даже долго не думали, на самом деле, в этом году. И решили, что в Чувашской республике это будет и логично, и гостеприимно. Республику на конкурсе представляет Артур Михайлов, таксист с 7-летним стажем. За это время он успел 6 раз поучаствовать в региональном этапе и 4 во всероссийском. В 2019-м ему удалось занять 2-е место по стране, но этого, считает профессионал, недостаточно. Хочется занять уже призовое место и уже больше дать дорогу другим, чтобы выступали другие. Ну, призовое, я говорю про 1-е место, потому что 2-е у меня уже было давно. Вот хотелось бы уже для себя доказать, поставить себя точку. Тяжело дома выступать. Но вроде стены помогают, вроде смотришь, и знакомых много. А когда знакомых много, я опять же начинаю волноваться, потому что все смотрят на тебя. Ну и поддержка тоже чувствуется. На пути к почетному званию водители прошли 3 испытания. На практике в дуэли они на время выполняли сложные элементы. Змейка, разворот в ограниченном пространстве, параллельная парковка и многие другие. В творческом конкурсе рассказывали о своем регионе, показывали видеовизитки, танцевали и пели. Матушка Волга здесь нас встречает, чтоб мы показали вам здесь мастер-класс. Самым трудным этапом для всех участников оказалась теория. Как отмечают организаторы, в этом году тест сделали действительно сложным. Множество вопросов на знание законодательства о такси, ПДД, первой помощи, а еще по истории России и ее достопримечательностям. Вопросы очень завуалированы, бывают даже запутанные. Где-то есть вопрос в ответе. Вот. И как бы мы старались, я не знаю, всем участникам сложно было. Мы после тестирования посовещались, пообщались. Всем очень трудно было, никто никаких легкостей там не увидел. В такси я работаю совсем недавно, это 5-й год. По меркам участников, если посчитать, это совсем мало. Некоторые работают по 10, по 12 лет. Победитель конкурса получит 150 тысяч рублей и новый автомобиль. О том, кто справился с испытаниями лучше всех и занял 1-е место, мы расскажем завтра в наших информационных выпусках. Анна Центовская, Сергей Емельянов. Республика.